А мы продолжаем наше вещание. В эфире программа «Деловой завтрак». В студии работаю я, Нурсултан Джакабеков. И у нас в студии есть очередные гости. У нас в гостях Хаджибек Шарапова, соучредитель школы инклюзивного образования «Сезимтал», Надежда Мураталиева, завкафедра психологии КГУ имени Арабаева и Анжелика Паризова, психолог. Здравствуйте, доброе утро. Доброе и тема утро. нашего разговора – это новая методика обучения детей с аутизмом. Ни для кого не секрет, что в целом при воспитании ребенка нужен особенный подход, да, особенно очень много любви. Ну и хотелось бы сейчас уже больше узнать про новую методику, да, работы уже о части университета, поскольку я вот здесь вычитал, что оказывается на кафедре психологии имени Арабаева всего 3 класса детей с аутизмом с 6 до 10 лет. Обо всем подробнее, можно, пожалуйста? Да, спасибо. У нас работает при факультете гуманитарных знаний КГУ имени Арабаева при кафедре психологии открыта психолого-клиническая лаборатория. Так. Эта лаборатория была открыта в прошлом году при содействии и поддержке финансирования Евросоюза. И основное внимание было уделено оснащению данной лаборатории. Так. На сегодняшний момент у нас присутствует 6 диагностических методик, позволяющих нам диагностировать развитие детей. В чем особенность развития детей УВЗ? Дело в том, что когда мы проводили уже в течение 3 лет статистические данные, то мы заметили такую тенденцию, что практически все такие детки находятся дома, и они лишены общения, они лишены социализации, и они лишены главного образования. Поэтому с такими позициями, с такой идеей и с такими задачами была открыта психолого-клиническая лаборатория. На сегодняшний момент в очередной приезд профессора, ведущего специалиста по аутизму и специальному образованию Елены Геонис была обеспечена, можно сказать, учебно-методическим материалом. В частности, это методика математики, Touchmenf, которая позволяет нам обучать детей с инклюзией, и инструмент Майла, который был разработан в США как со стороны технологического оборудования, инструмент Майла, позволяющий нам работать именно с детьми-аутятами. Расскажите, пожалуйста, после чего стала доступна данная методика? Эта методика доступна тем, что, во-первых, она полностью дает возможность работать педагогу. Она очень удобна тем, что она представляет собой систему. Эта система, она связана с развитием детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста. Ее особенность заключается в том, что эта методика не только позволяет нам работать с детьми с ОВЗ, но также, когда мы говорим, что у детей появляются трудности обучения математике. Согласитесь, цифра и математика – это абстрактные понятия для ребенка. Чтобы понять состав числа, ему нужно понять, из чего состоит это число. И если мы возьмем, например, цифру 5, то здесь как раз-таки, когда мы говорим об этой цифре, то ребенок не просто видит, не просто произносит это число, а он еще и ощущает, он его трогает. И вот эти пупырышки, они позволяют ребенку считать. И счет идет очень интересно. Когда ребенок считает, он прикладывает, трогает 1, 2, 3, 4, 5. Теперь хотелось бы спросить, много ли детей обучается в Сезимтале? Хотелось бы исправить, вы до этого сказали, что в университете имени Арабаева учатся 3 класса. Эти 3 класса есть в школе инклюзивного образования, в первой инклюзивной школе Сезимтал. А мы работаем в сотрудничестве с этим университетом. И, как вы уже сказали, есть 3 класса по 8 детей, то есть максимальный набор это 24 ребенка. На 24 ребенка трудятся около 28 человек. Там среди них есть дефектологи, логопеды. И индивидуально, ежедневно ребенок, помимо академических знаний, которые согласно стандарту Министерства образования должны быть, они также после обеда занимаются индивидуальными занятиями, сенсорной интеграцией, например, флай-йога есть у них, нейро-йога, очень много методов воздействия на мышление ребенка. И когда вы говорите
методы обучения детей с аутизмом. Нельзя ограничиваться только на детях с аутизмом. Есть дети из дислексики, дети с дискалькулией и разного рода нарушениями, задержками в развитии. И все они нуждаются в особом подходе и методиках обучения. Отлично. Я так вижу, что не с пустыми руками робот Майо, да, если не ошибаюсь? Майло. Вы можете, пожалуйста, продемонстрировать, как это все работает? Если позволите, я подойду, посмотрю, да? Да, конечно. Так, И позвольте. еще и поработаете с нами. Давайте вместе поработаем. Секундочку, у вас. Держите, это вот в карман. Хорошо, окей. Так, робот, как вы говорите, Так, как его зовут? значит, робот Майло. Майло. Да, это такой гуманоид, Так. мальчик, который разговаривает, игрушка, которая разговаривает и показывает эмоции детям. То есть он может быть ведущим? Да, конечно, может помогать. Принцип заключается в том, что у Майла здесь, видите, впереди есть окошечко, Так. которое может демонстрировать то, что говорит сам Майло. Так. Когда ребенок смотрит и работает с Майло, то он слышит и слово, и рисунок. То есть идет Так. сопоставление слова с рисунком. И здесь вот вы видите табло, вы можете сами пальчиком на любую эмоцию ткнуть, и он сейчас вам ее покажет. Давайте. Да. Denied, А вы должны смотрите. посмотреть и определить, что же Denied это за нажмите. эмоция. Или Так, panic. секундочку. Нет, говорит, не Это хочу, паника, говорит, да? не хочу. Он отлично. отказывается что-то делать. Так, Дальше. так, happy. Ага. Так. Ребенок, когда смотрит на Майло, он должен не просто смотреть, он должен повторять. Он должен еще и Повторять, повторять. конечно. Так, секундочку. Счастье, отлично. Секундочку. Согласие. Согласие. Видите, мышцы, как у человека, Ага. Да. Обратите наподобие внимание, у него на человека. лице очень много мышц, Да. достаточно много, что даже носик морщится, когда он радуется, к примеру. И тем самым вот эта вот игрушка, она является своего рода посредником между ребенком и учителем. Потому что, согласитесь, ребенку работать с педагогом напрямую, ну, не очень-то комфортно. Дети любят играть. И когда мы подключаем именно вот этого робота, для них он игрушка, которая может его учить чему-то. Помимо эмоциональной грамотности, здесь есть много других программ, Так, обучающих для например? ребенка. Да, здесь и формы, и цвета, и так далее, и так далее. Опять-таки, то, что проговаривает Майло, отражается здесь на табло, и ребенок быстрее начинает говорить. Это хорошо сказывается на развитии речи в том числе. Потому что мы знаем, что родители, да, в основном, могут много говорить, да, или много показывать, но совмещать действие с картинкой или со словом не каждый это делает. Подключите речь вам. Так, речь? Да, хотите Да. Можно? подключить? Покажите. говорить. Будем только рады. Ага, дело в том, что эти дети, мы же взрослые, когда повторяем не слово в слово, да, повторяем, а робот может хоть 50 раз это повторить, например. Смотрите, вот он разговаривает, например. Приветствие. Да-да, сейчас секундочку, все настроим, сейчас и все будет нормально, так? И знаете, плюс в том, что педагоги, любой живой человек, он устает в работе с Непременно. особенными детьми, Конечно. а робот не устает. Ну, Работает. Да, он работает Мы до можем тех завидовать в пор, этом плане. да, повторяет одно и то же слово, пока ребенок не включится в процесс. My name is Milo. I am from RoboKind, and Так. I am the next generation of therapy for students with autism. Сейчас интересно. он приветствует Да. на Так, I am английском. designed to help students connect academically, socially, and behaviorally. Он именно направлен на индивидуальный подход, то есть учитель, ребенок и робот. Не так, чтобы в группе всех посадил и он всем преподает. Скажите, а вообще как воспринимают это дети? Вы Нравится им? знаете, детям очень нравится. Вот как только они видят его первый раз, у нас вот, например, он апробируется в школе, Так. дети прям стучат в кабинет и говорят «Майло», кто не умеет говорить, как-то звуки какие-то. То есть он очень нравится детям. Он Здесь- прост. Like expression. Здесь еще интересным является то, что он фиксирует движение, эмоции ребенка. И он контролирует, берет на контроль взгляд, сколько раз ребенок посмотрел на него. То есть он еще является диагностическим инструментом. Он в конце выдает программу о достижениях ребенка. И эти достижения фиксирует сам педагог. И он также планирует дальнейшую программу для того, чтобы повторить дальнейшие достижения ребенка. Знаете, возникает вполне такой логичный вопрос, когда часто бывает такое, что вот есть дома ребенок, и как выявить у ребенка аутизм? Да? То есть бывает такое, что вот у ребенка он есть, но родитель этого не понимает.
Вы знаете, сейчас развивается ранняя диагностика аутизма, и она очень-очень важна. Так. То есть с 8 месяцев уже можно определить какие-то вот поведенческие паттерны, как ведет себя ребенок. Да? Если, например, нету контакта глазами, если у него нету комплекса оживления, да, когда вот он оживляется на присутствие матери, в первую очередь, да, нету таких движений, радости. Вот по таким маленьким даже признакам можно уже бить, как говорится, ну мы говорим красные флажки. То есть уже можно Сигнал. обращаться, да, к своему лечащему врачу. И на самом деле сейчас и обучение ведутся везде, и пособия, да, раздаются. Очень важно родителям наблюдать за ребенком. Первый признак, он является тем, насколько ребенок отстает в физическом развитии. Согласитесь, если ребенок не поднимает голову, вот, если ребенок не смотрит на взрослого человека и не отражает эмоции, а мы знаем, что ребенок буквально быстро отражает эмоции взрослого человека, мамочки, да? Если эти проблемы уже существуют, это уже признак того, что нужно пройти консультирование, пройти к психологу, пройти к невропатологу, к неврологу. И это позволит в дальнейшем уже говорить о каких-то возможных коррекционных программ для того, чтобы подправить ребенка, для того, чтобы дать ему дальнейшее физическое развитие. И, естественно, очень большое значение играет то, когда ребенок начинает гукать, когда Так, он произносит гулить. звуки, гулить. То есть, если он произносит уже звуки, слышит свои звуки, и он старается уже, как говорится, произносить эти звуки, в дальнейшем формирует его как раз-таки речь, согласитесь. Вот. И такой очень важный составляющий момент, когда ребенок пальцем показывает предмет. Это Так. очень важно. То есть указательный пальчик должен работать уже примерно к 5-6 месяцам. И если мы это не наблюдаем, если ребенок не в состоянии поднять пальчик и показать на предмет, то это тоже сигнал, говорящий о том, что происходят какие-то не очень благовременные такие изменения. Я хотела бы добавить, что родители в основном до года, а может даже до 3, обращают только на то, как ребенок развивается физически, и функция родителей заключается в том, чтобы накормить его, обуть, одеть, да, и так далее. И на такие моменты, особенно до года, не обращают внимания. Поэтому мы призываем быть намного внимательнее к любому ребенку, чтобы вовремя выявить проблему. И чем раньше ты начнешь работать с этой проблемой, тем быстрее, успешнее можно откорректировать. Ну вот еще хочу добавить, коллеги, то, что когда мы говорим о развитии вообще детей с инклюзией, это уже проблема периода беременности. Поэтому мы всегда обращаем на контекст того, чтобы узнать, как проходила беременность будущей мамы. Ну что ж, большое спасибо. Напомню нашим телезрителям, что у нас в гостях были Джибек Шарапова, соучредитель школы инклюзивного образования Сезимтал, Надежда Мураталиева, завкафедры психологии ГУ имени Арабаева и Анжелика Паризова, психолог. Ну что ж, большое спасибо за исчерпывающие ответы. Нам остается только пожелать удачи. Я думаю, в этой студии мы с вами еще не раз увидимся, поскольку действительно тема очень интересная, об этом нужно говорить. И, конечно же, учитывая, что этот год поддержки детей, обращаемся ко всем родителям, больше внимания уделять детям. Поскольку есть такое выражение, да, даже когда мы говорим просто про детей, да, есть такое выражение: все проблемы родом из детства. Поэтому всех детей нужно любить, своих либо чужих детей не бывает. Обращайте просто внимание больше. Ну что ж, с вами был Нурсултан Джакатбеков. Судя по времени, пришло время прощаться. Оставайтесь на телеканале АВТО-24. Увидимся в четверг.